Не подъем, не входу. Скользко очень, скользко, да, очень скользко. А вот когда вас привезли, кресло-каталка свободное было? Было? Было, да? Да. А вас кто поднимал? Сын? Сын поднимал. То есть персонала здесь свободного нету, который мог бы Не помочь? знаю, я даже не спрашивала. За такое время, кто своими силами. Понял. Ну, то есть, видишь, возникает вопрос, что человек просто может на самом деле еще одну травму получить, пока будет подниматься. Да, Да? да. Так же получается. Спасибо. А к заведующему как можно попасть? Второй этаж, наверное. Ага, спасибо. Второй этаж. Ладно, завтра можно зайти, да? Вот. Меня зовут Антон Замборов, с нами вот Афанасий Алексеев, член штаба, да? Как вы знаете, в своем послании Федеральному собранию наш лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин уделил особое внимание развитию системы здравоохранения, да, чтобы в том числе объекты здравоохранения отвечали требованиям удобства для людей, да, пациентов. Вот мы сейчас провели небольшую фокус-группу, пообщались с людьми внизу, и очень много нареканий идет по лестнице, потому что тяжелый подъем. Да. О том, что есть некоторая нехватка колясок иногда, да? Мы, может, сможем вам помочь как-то этой коляски еще побольше сделать. Да. Вы можете как-то составить тоже со своей стороны какие-то пожелания, да, которые мы могли бы озвучить в Минздраве, и если понадобится там и на более высоком уровне, да? Возможно, вообще это ваше здание, может быть, не соответствует, да? Дело в том, что мы действительно где-то уже последние 5 лет ищем здание под травмпункт. Мы рассматривали очень много вариантов. Это больница номер 3, которая по Лермонтова. Еще здание по Дзержинского. Они не подходят по санэпидпоказаниям. Почему? Потому что учитывая то, что это травмпункт, круглосуточная работа, да, плюс у нас имеется очень мощная установка рентген-аппаратов. И от них идет излучение, и у нас требований много, то, что жилые помещения не должны близко располагаться. Поэтому по этим параметрам вот до сих пор подходящего здания под травмпункт так и не нашли. Вы сейчас посмотрели первый этаж, действительно, да, для всех, ни для кого не секрет, все знают, члены правительства, даже Министерство здравоохранения, Управление здравоохранения, наша организация, да, то, что действительно коридоры узкие, что именно лестничная площадка очень высокая. Но в 2009 году при содействии мэрии нам построила пандус. Я вот не побоюсь этого слова, по всему городу, по всей республике пандус, который действительно очень хорошо функционирует, это наш пандус, потому что ни для кого не секрет, в других зданиях они стоят, абсолютно не функционирует. Ну, с одной стороны, то, что мы находимся в здании скорой помощи, это очень хорошо, потому что в травмпункте как таковой своей реанимации нет, сами понимаете. А к нам не только по скорой поступают, у нас поступают именно с улицы люди. Это значит, у них может быть геморрагический шок, травматический шок. И то, что мы располагаемся, ну, скажем, в одном здании со скорой помощью, это очень хорошо. Мы сразу вызываем, они тут же, реанимационная бригада сразу спускается, и противошоковая терапия начинается. И что еще немаловажно, то, что у нас через дорогу находится травмоцентр 2-3 уровня, это республиканская больница номер 2, где находятся специализированные отделения, да, это травматологическое и ортопедо-травматологическое отделение. То есть на сегодняшний момент подходящего здания просто пока нет, да. Ага. Смотрите, а может быть в этих условиях мы пока поставим вопрос о том, чтобы как-то все-таки улучшили именно в плане подъема лестницы, да, может быть, стоит оборудовать кнопку, какую-то помощь медработника, чтобы если человек, у которого нет родственников. Честно скажу сразу, да, по поводу вот, чем вы можете помочь. В принципе, мы были бы очень рады, если бы, например, скажем, вот лестница очень крутая, чтобы именно были поручни, вот, скажем, с той стороны пандус, определенная 1/3 площади под самостоятельный, скажем, да, спуск или там поднять, а 1/4 часть, чтобы были поручни с двух сторон, ну, чтобы человек мог аккуратненько как бы подняться, да. Ну, что еще? Вот именно вход в подъезд, видели, да, очень сложный. Да, там, у меня дверь есть большой стык такой. да, и мы вот там как бы постелили своими силами вот этот треугольник за входом, чтобы именно коляска, откат, закат был хороший. По поводу колясок я вам скажу, молодой человек, нам поставляют очень много колясок. У людей весовые категории очень разные. И знаете, что бывает, когда человек, скажем, не только вот
возрастные, но и молодые. Когда они, скажем, на своих двоих ходили, и вдруг на костыле, не все могут как бы очень мягко. Они со всего размаху, со своими там 60-80 килограммов садятся. И все-таки это государственное имущество, поэтому сильно не берегут. Ну как, ну прям насилуют, а мы везде всюду вот эти как бы... Ну как вот выступы убрали максимально, чтобы коляски хорошо заходили. Ну, срок жизни одной коляски. Срок жизни одной коляски у нас не выдерживает 3 месяцев. 3 месяцев? Она разваливается. Хорошо, что у нас есть рабочие, которые своими силами, вот из старых колясок мы кое-как там делаем. Видели, наверное, они не очень хорошие. Иногда как бы сидушка заваливается, ему туда там поролон самостоятельно или вот это делает. Ну а что делать? Что бы мы еще хотели добиться, как бы из-за того, что коридоры очень узкие, у нас нету скамеек. Если мы скамейки ложим, это получается, человек с костылями абсолютно не может пройти. Мест не хватает. И поэтому там стоят банкетки. А срок банкеток тоже, сами знаете, они как бы долго не выдерживают нагрузки. Еще раз говорю то, что если человек, когда самостоятельно на своих двоих передвигается, он и садится спокойно, он как бы контролирует свой вес. А когда, скажем, весовая категория S, в смысле, как бы человек не контролирует, вес в разы увеличивается. Соответственно, естественно, там срок инвентаря, который как бы нам выделяет, она не выдерживает. Нигде нету в положении, что для травмпункта должны выделяться коляски. В положении травмпункта нету. Это надо ставить вопрос, чтобы это... Это уже идет сверху с Министерства Российской Федерации, какой приказ? От 12 ноября 2012 года 901 приказ Н. И там именно в стандартах нету по оснащению, чтобы у нас были вот такие. Вот в чем плюс, да, в том, что мы можем эти вопросы ставить, в том числе и на уровне Министерства здравоохранения России. Очень хорошо. Я первый раз сталкиваюсь, поэтому как ну, нам поступило обращение, мы поэтому приехали. Татьяна Николаевна, вот можете ли вы нам помочь именно с теми пожеланиями, которые вы бы хотели, ну все есть, подготовить, мы потом позже заедем к вам, возьмем и уже позднее выйдем с вами на связь и в формате совещания уже будем обсуждать предметы. Да, конечно, почему бы нет.